Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тоя Пирзода. В Таджикистане празднуют международный Навруз, соблюдение всех атрибутов и обрядов, присущих этому светлому празднику. Традиция празднования Навруза у таджикского народа уходит в глубокую древность. На протяжении всей истории, претерпевая различного рода изменения, стремясь к развитию современной цивилизации, таджики дорожили символами и традициями высших духовных, нравственных и культурных ценностей этого славного праздника. Многие красивые традиции и обряды международного праздника Навруз в наше современное время возрождаются и становятся культурным достоянием всего мирового сообщества. Навруз – это символ победы света над тьмой, символ чистоты, благоустройства и созидания. Философия Навруза призывает народы мира к добру, милосердию, труду, толерантности и взаимопониманию. Навруз действительно является одним из ценнейших праздников человечества. Являясь самым долгожданным и красочным праздником, он приносит добрую весть о наступлении Нового года и пробуждении природы. Считается, что в Навруз принято делать подарки, веселиться, устраивать разные игры и состязания. Таджикистанцы отмечают древний праздник наших предков Навруз в атмосфере свободы и спокойствия в нашем независимом и благоустроенном государстве, в обстановке всеобщего мира и стабильности. Навруз в течение длительного 60-тысячелетнего своего существования играл ключевую роль в судьбе нашей нации и всех других народов, почитающих его, и как уникальное культурное явление и важнейшая составная цивилизации наших предков всегда продвигал людей на созидание, творчество и новые начинания. Жители Таджикистана с радостью и ликованием отмечают великий национальный праздник Навруз, являющийся Новым годом, который издревле праздновали наши предки. Навруз прежде всего является национальным праздником, частью образа жизни и мировоззрения нашего народа. Все жители страны, стар и млад, имеют возможность почитать Навруз, его традиции с особой радостью и ликованием готовиться к его празднованию на высоком уровне. Навруз означает не только начало земледельческих работ, но и других созидательных начинаний во имя благоустройства нашей древней земли, работ по содержанию в чистоте окружающей среды, озеленению площадей и улиц по всей стране. Навруз получил вторую жизнь и сегодня с невиданным размахом и великолепием празднуется по всей стране и по всему миру. Главная сущность Навруза – счастье, благоденствие напутствует людей на взаимное понимание и мирное сосуществование и созидание. Таджики издревле с радостью и ликованием встречали наступление весны и пробуждение природы. После того, как Навруз стал международным праздником, появилось больше возможностей для того, чтобы страны мира при взаимной поддержке научных и культурных кругов и путем ежегодного празднования Навруза возродили его прекрасные традиции, а также доказали миру, что Навруз действительно является одним из ценнейших праздников человечества. География празднования международного Навруза начинается с запада Китая и распространяется до Центральной Азии, Индийского материка, Кавказа и России, Восточной Европы, Турции, арабских стран и Северной Африки. То есть Навруз сегодня превратился в часть человеческой цивилизации. В различных уголках мира международный праздник Навруз отметили с особым размахом и огромной радостью. Так, в Москве на ВДНХ на Навруз пришли праздновать десятки тысяч человек. После того, как Навруз стал международным праздником, появилось больше возможностей для того, чтобы страны мира при взаимной поддержке научных и культурных кругов и путем его ежегодного празднования возродили наврузовские прекрасные традиции, а также доказали миру, что Навруз действительно является одним из ценнейших праздников человечества. Жители и гости Москвы с огромным удовольствием и интересом знакомились не только с культурно-историческим наследием таджикского народа, но и традициями и обрядами народов, которые празднуют международный праздник Навруз. Таджикский павильон состоял из различных товаров народных ремесел, многочисленных изделий из полудрагоценных камней и дерева, глиняных фигурок ручной работы, а также из национальной одежды и сюзанне. Дастархан был накрыт с учетом наврузовского стиля, национальных блюд и восточных лакомств. Гости спешили отведать сумана, главный атрибут Навруза. Признание Организации Объединенных Наций Навруза в качестве мирового праздника свидетельствует о том, что жители планеты чтят этот поистине культурный и гуманистический праздник и признают его в качестве инструмента мира, стабильности, чистоты, верности, красоты и пробуждения. В честь Навруза состоялась яркая концертная программа с участием известных таджикских певцов и музыкантов. Кроме того, для участников праздника
были приготовлены различные национальные блюда, в том числе и таджикский плов. Философская сущность Навруза – это объединение народов мира. Многие красивые традиции и обряды международного праздника Навруз в наше современное время возрождаются и становятся культурным достоянием всего мирового сообщества. Далее. Отечественные художники, используя природные богатства Таджикистана, создают уникальные произведения, которые поражают своей красотой и самобытностью. Каменные картины высоко ценятся как внутри страны, так и за рубежом. Флорентийская мозаика – это мозаика из цветных, полудрагоценных и поделочных камней разных форм, состыкованных в единый рисунок так, что граница между ними практически незаметна. Эта техника камнерезного искусства используется для изготовления настенных панно, столешниц, а также для украшения различных элементов интерьера. Таджикские мастера мозаики используют различные ценные породы камня – мрамор, яшму, родонит, лазурит и другие благородные минералы, которые добывают в нашей стране. Главное в выборе камня – соответствие цвета и рисунка живописному образцу или эскизу будущей мозаики. Тонкие пластины камня с полированной поверхностью собираются в живописный ковер таким образом, чтобы помимо цвета использовать природный рисунок поверхности камня, естественные цветовые вариации и линии текстуры. Каменные элементы могут быть любой формы, но собираются они вместе так плотно, что никаких швов или даже просто линий стыка не видно. Имена Джамшеда Джураева и Насима Нигматова известны далеко за пределами Таджикистана. Заказы на изготовление картины панно сыпятся на художников со всех сторон. Увидев изготовленные из камня панно с гербами стран ШОС, эксперты пришли в восторг и попросили изготовить картины с изображением цветов, символизирующих страны-члены ШОС. В данный момент я сейчас делаю проект, это шанхайская организация. Я делаю работы, именно цветы. Нас попросили сделать эскизы для шанхайской организации, представлять каждое государство в цветке. До этого мы делали с Джамшедом гербы каждого государства. Их 8 участников. Россия – ромашка, Таджикистан у нас розы, Узбекистан – тюльпаны, Киргизия – дикий тюльпан, Казахстан – это цветущая яблоня, Индия – это лотос, Пакистан – жасмин и Китай – пионы. Приятно, что нас отметили, нам присвоили или наградили, нам дали гран-при. Год ремесленников мы получили гран-при в области те люди, которые занимаются камнем. Нам в нашей мастерской было это очень приятно. Всех учеников отметили дипломами. На самом деле это очень так приятно. Подстегивает. Микеланджело, восхищаясь флорентийской мозаикой, называл ее вечной картиной. Эта техника долго хранилась в секрете, но в наше время таджикские мастера довели технику мозаики до совершенства, используя таджикские самоцветы. И теперь эту мозаику можно назвать таджикской мозаикой. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, Бахудур Истамов, телевидение Таджикистан. В честь международного праздника Навруз в Рашидском районе состоялись соревнования по национальной борьбе Гуштингири. Помериться силами в этот регион страны съехались сильнейшие борцы из Российской Федерации, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, а также из городов и районов Таджикистана. В целом свое мастерство в этом виде спорта показали свыше 300 борцов. Для многочисленных болельщиков, количество которых составило более 25 тысяч, эти соревнования были весьма зрелищными и незабываемыми. Главными призами стали 5 автомобилей, показали высокий класс и технику и завоевали призы борцы Кадридин Пахлавон, Шамшот и Сайд Мумин, оба спортсмена из Рашидского района. По сложившейся доброй традиции наших предков, в праздничные дни Навруза в различных уголках страны проводятся различные состязания, в том числе и Гуштингири, вид таджикской борьбы. Таджикский спортсмен Шахриор Даминов на соревнованиях Кубка мира по гребле, которые проходили в Индии на дистанции 1000 метров, занял первое место и получил золотую медаль, а на дистанции 500 метров занял 3-е место.
Участие в Кубке мира в Индии для наших спортсменов стало первым практическим опытом перед чемпионатом мира, который состоится в августе в Будапеште, Венгрия. Наши спортсмены также в мае примут участие в 2 турах Кубка в Польше и Германии. Напомним, что на чемпионате мира спортсмены, которые займут с 1 по 5 место, получат путевки на Олимпийские игры в Токио 2020. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!